самые главные и актуальные новости дня в эфире информационной программы «Хаберлер». Сегодня 1 декабря, в студии Нариман Тарсинова. Здравствуйте. Смотрите в нашем выпуске. Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В селе Синицыно Кировского района в скором времени произойдут перемены, связанные с водоснабжением. У Эльвиры Кадыровой перелом позвоночника. Девушке требуется 30 тысяч на срочную операцию. О всех подробностях расскажут наши корреспонденты. Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В этот раз речь пошла о задачах в экономике, социальной сфере, во внутренней и внешней политике, подчеркнув, что смысл всей российской политики – сбережение людей. Владимир Путин также отметил, что строительство Крымского моста идет по графику. За последние десятилетия объем высокотехнологичной медицинской помощи вырос в 15 раз. При этом российский лидер признал, что проблемы в здравоохранении страны все еще существуют. Также главу государства беспокоит недостаточная квалификация медиков, которым зачастую не хватает навыков работы с высокотехнологичным оборудованием. Владимир Путин отметил, что власти усилят контроль в сфере производства и торговли жизненно важными медицинскими препаратами. В частности, будет пресекаться завышение цен на такие лекарства. В целом, надо прямо сказать, проблемы в здравоохранении сохраняются в целом. Их еще очень много. И прежде всего они касаются первичного звена. Его развитию необходимо уделить приоритетное внимание. Граждане зачастую сталкиваются с очередями, с формальным, безразличным отношением к себе. Врачи перегружены, трудно попасть к нужному специалисту. В будущем году мы направим регионам 20 миллиардов рублей на программы благоустройства, в том числе в моногородах. И дело принципа, чтобы в принятии решений по использованию этих ресурсов участвовали сами жители. Определяли, какие проекты благоустройства осуществлять в первую очередь. По всей стране надо заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населенных пунктов. Необходимое внимание уделимо важнейшим федеральным трассам и возведению объекта общенационального значения Крымского моста. Его строительство идет по графику. Сегодня Всероссийская политическая партия «Единая Россия» празднует 15-летие. Партия встречает его в статусе крупнейшей политической силы страны, обладающей конституционным большинством в Госдуме и объединяющей в своих рядах более 2 миллионов человек. «Единая Россия» была образована в 2001 году на базе общественно-политических объединений «Единство» и «Отечество. Вся Россия». Партия была создана по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Потребность в этой структуре была жизненно необходима для укрепления российской государственности и консолидации общества. И «Единая Россия» стала тогда точкой сборки страны. Действительно, я сам инициировал и создавал эту партию. Потребность в ней была жизненно необходима. Прежде всего для укрепления российской государственности и консолидации общества. А в каком состоянии была тогда страна, все вы хорошо помните. На протяжении 15 лет «Единая Россия» работает в интересах людей. Вместе с жителями депутаты от «Единой России» принимают решения, которые обеспечивают стабильность и последовательное движение вперед. Партия на каждом этапе контролирует выполнение социально значимых проектов. За это время она смогла стать самой массовой и самой влиятельной. И это доверие завоевано огромными усилиями. Все кандидаты от партии, особенно идущие по одномандатным округам, не должны забывать, что представляют не просто себя, а крупнейшую ведущую политическую силу. И обязаны всегда и во всем действовать в интересах людей. Это ваша работа. С момента создания партия принимала участие во всех выборах в Госдуму. В 2007 году впервые получила конституционное большинство, дающее победителю право принимать конституционные законы без кооперирования с другими фракциями. По результатам выборов 18 сентября 2016 года «Единая Россия» получила 343 мандата из 450. Среди них были 6 депутатов из Крыма. Также напомним, что в истории законодательного органа России были представители
представители крымско-татарского народа, муфтий Мурза Абдурашид Медиев и другие. Сегодня в новой истории независимой Российской Федерации один из депутатов Государственной Думы, наш соотечественник Руслан Бальбек от партии «Единая Россия» представляет интересы крымчан. Благодаря мудрости крымчан мы сумели сохранить мир и согласие. Нужно понимать, что Крым – это общий дом для всех, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Только межнациональное согласие позволит развитию народного хозяйства и росту экономики. «Единая Россия» объединила тех, кто видел главной целью сильную независимую Россию. Владимир Путин уверен, что и впредь «Единая Россия» будет сохранять политическое лидерство и, отвечая на вызовы времени, демонстрировать способность к развитию и обновлению. Султания Еситакаева, телеканал «Миллет». В Бахчисарайском районе продолжается строительство мемориального комплекса памяти жертв депортированных народов из Крыма, что уже сделано на объекте. Проверить ход строительства сегодня к будущему мемориальному комплексу приехал председатель Госкомнадзора Заур Смирнов. Так, стало известно, что уже до конца этого года будет заложен фундамент административного комплекса. Уже в мае 2017-го здесь планируется провести масштабные памятные мероприятия. Наш корреспондент Алиме Кайбулаева расскажет подробнее. Ну а мы напоминаем, что 18 мая текущего года на станции Сюрень была открыта первая очередь будущего мемориального комплекса. С 1 сентября жители Крыма обязаны оплачивать взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов, в которых они проживают. Оплата производится в рамках федеральной программы. Собственник имеет не только право, но и обязанности содержать общее имущество. Подробности в сюжете Айше Шулаковой. Спешат ли симферопольцы оплатить взнос на капремонт вовремя? Наша съемочная группа поинтересовалась у горожан. Часть опрошенных опасаются оплачивать счета, а часть, напротив, находит это решение правильным и охотно готовы вносить свою лепту в общее дело. Ошарашили нас сразу. То, что пришло сразу платежка за 2 месяца, как будто бы с задолженностью. Не соблюдены были никакие вот льготы, которые они объявляли, ни тем, кому за 70, ни тем, кому за 80. Но у нас люди, конечно, в доме возмущены. Кто-то платит, кто-то не платит. Уже заплатила, потому что, как они объявили, что с Нового года будут большие пеня. Это у меня 52 квадрата. У нас есть такие многодетные семьи, у которых 116 квадратов. У них 750 рублей выходит за капремонт. Чтобы капремонт перечислять на свой счет дома, мы сможем только через 2 года. Провести собрание, открыть свой счет и перечислять туда деньги. Я задавала вопросы, а как очень много льготников, если департамент будет за них перечислять, и мы потом сможем управлять этими деньгами. Взносы на капитальный ремонт в многоквартирных домах – это способ содержания общего имущества. Платежка приходит на имя собственника квартиры. Взносы начисляются ежемесячно. Размер оплаты рассчитывается исходя из общей площади помещения. За 1 квадратный метр собственнику придется выложить 6 рублей 16 копеек. Просрочка же оплаты грозит пеней. Пеня начисляется, исходя из размера ставки рефинансирования Центрального банка 1/300. Вот изначально. Потом размер пени увеличивается. Это спустя 5 месяцев после начисления. И, соответственно, при большой величине задолженности мы обязаны обратиться в суд и обратить взыскание на имущество, скажем, гражданина. Заместитель генерального директора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Крыма Дмитрий Подкустов рассказал, что распределение взносов зависит от способа формирования фонда капитального ремонта, выбранного жильцами. Если это специальный счет, то, естественно, средства поступают на специальный счет, на котором накапливаются средства для проведения капитального ремонта конкретного дома. Вот, когда средства будут там накоплены, соответственно, они будут расходоваться на капремонт. Если деньги поступают на счет регионального оператора, это как общий котел, они будут использоваться на проведение капитального ремонта в порядке очередности, который расписан в региональной программе капитального ремонта Республики Крым. Программа капремонта действует до 2045 года. Посмотреть, включен ли в нее ваш дом и в каком году его будут ремонтировать, можно на сайте правительства республики и фонда капитального ремонта. Не все жильцы знают о том, что при оплате
оплате за капитальный ремонт учитываются льготы. Для оформления субсидий необходимо обратиться в органы соцзащиты по месту жительства. В первых платежках льготы на капитальный ремонт учтены не были, потому что они имеют заявительный характер, и для того, чтобы их получить, надо обратиться. Но граждане, которые обращаются и получают свою льготу, мы получаем на них подтверждение от органов социальной защиты и, естественно, будем перерасчитывать сумму платежа с учетом льгот, начиная с 1 сентября текущего года. Способов оплаты взноса на капремонт несколько. Произвести платеж можно в электронном виде, а также на сайте банка РНКБ. Подробную информацию можно узнать на сайте Фонда капитального ремонта. Айше Шулакова, Дмитрий Низовой, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. Корабли Черноморского флота вышли в море и заняли морские позиционные районы близ западного побережья Крыма в целях обеспечения противовоздушной обороны полуострова на время проведения запланированных ракетных стрельб украинской армии. Ранее Украина приняла решение в одностороннем порядке о проведении ракетных стрельб 1 и 2 декабря в суверенном воздушном пространстве Российской Федерации над акваторией Черного моря в районе Крыма. Росавиация отмечала, что Украина не согласовала свои действия с авиационными властями России. При этом ведомство подчеркнуло, что полетам над Крымом ничего не угрожает, воздушное пространство над полуостровом закрыто не будет, безопасность полетов российских авиакомпаний гарантирована. В селе Синицыно Кировского района в скором времени произойдут перемены, причем в лучшую сторону. Связано это с водоснабжением. Совсем скоро люди смогут пользоваться водой круглосуточно. И для этого больше не потребуется ходить к колодцам или хранить купленный не за копейки ресурс в емкости. Это событие жители ждали долгие десятилетия. Почему пришлось так долго ожидать и какие будут тарифы, знает наш корреспондент Абдулла Аджиасман. Более 400 дворов Синицынского поселения до сегодняшнего дня получали воду по графику. В 2014 году началась реализация проекта реконструкции насосной станции в селе Синицыно. Проект подразумевал обеспечить водой 2 села – это Красновка и Синицыно. Более 400 дворов будут обеспечены водой круглосуточно. Спасибо руководству Синицынского сельского поселения Алла Валентиновна Демиденко, руководству района, депутатам Государственной Думы, которые проявили активное участие в решении этой социально-бытовой проблемы и подали людям одно из главных, то, что для них нужно, это воду. Глава муниципального образования Синицынского сельского поселения Алла Демиденко говорит, что реализация проекта началась только недавно. Где-то с мая месяца сдвинулось это все с мертвой точки, и наконец-то началось с 2014 года идет реализация проекта, и вот наконец-то оно сдвинулось. И сейчас мы с вами видим, что работы идут к завершению. Вода будет круглосуточно, тариф на воду будет еще решаться. Сегодняшний день у нас высокий тариф, потому что очень большие затраты по электроэнергии. И мы, конечно, надеемся, что тариф будет пересмотрен, потому что сейчас мы тоже написали ряд писем, чтобы пересмотрел комитет по ценам, пересмотрел тариф в нашем поселении. По словам Аллы Демиденко, уже во вторник планируется открытие водонасосной башни. Абдулла Аджиасман, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. Задержан бывший начальник одного из управлений администрации города Алушты по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при освоении денежных средств на строительство модульного детского сада. Действия подозреваемого повлекли тяжкие последствия. В городском бюджете не хватает более 20 миллионов рублей. А это значит, что посещение дошкольных образовательных организаций для 100 детей, стоящих в очереди, может стать невозможным. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается. Наша соотечественница из Симферополя Эльвира Кадырова нуждается в срочной дорогостоящей операции. У девушки перелом позвоночника. При обследовании был поставлен диагноз закрытый патологический перелом L5 второй степени компрессии, в связи с чем ей необходима срочная операция. Семья девушка не располагает суммой в размере 300 тысяч рублей. Подробнее смотрите в сюжете. Фадиме Ситмамут. Эльвире Кадыровой 21 год. Она учится на 4-м курсе факультета истории, искусств и крымско-татарского языка и литературы Крымского инженерно-педагогического университета. Вместе с однокурсниками Эльвира с начала учебного года посещала занятия. Ничто не предвещало беды, но через некоторое время девушка стала жаловаться на боли в спине. Мать девушки Зарема Тахтарова рассказывает, ее дочь обратилась к неврологу по месту прописки. Ее направили на рентген. С полученным снимком девушка вновь должна была пойти
пойти на прием к врачу, но не смогла. Девушке пришлось вызывать скорую. Она утром вставала с постели, и у нее были очень сильные боли в спине. Но она, конечно, все равно попыталась встать, встала, пошла. В комнате с ней никого не было, были мы все на кухне. И вот она, когда к нам шла, она стала кричать о помощи, просить. Вот, пока вот мы побежали, сестра была моя, она вот это вот прямо на сестру как-то упала. Она говорит, я почувствовала такой хруст в спине. И как-то вот почувствовала, как мой позвоночник превратился в букву «Г». Вот она говорит, я прям это почувствовала. После этого ребенок не могла ни головой своей управлять. Она вот как вся скованная стала, ни руками, ни ногами. У нее были очень страшные, сильные боли. Сейчас Эльвира Кадырова находится в частной клинике. Посещать девушку запрещено. 2 дня назад ее прооперировали. Семья и друзья Эльвиры собрали 260 тысяч рублей, оплатили ее процедуру. Вскоре выяснилось, девушке необходима очередная операция. В противном случае ей грозит паралич. Сейчас вторая операция заключается в том, что там, где у нее осколки, они должны эти осколки очистить. Вот, и туда тоже ввести как искусственную кость, так как у нее уже этот позвоночник не срастется сам. Ну, нам сказали, что операция будет наша стоить 300 тысяч рублей. Потому что он сказал, что имплант они ставят хороший, он американского производства. Вот, все медикаменты тоже платные, потом обследование тоже все платное, консультации врачей, вот так вот. Бабушка Эльвиры рассказывает, прилежная студентка, прикованная к постели сильными болями, все время беспокоилась об учебе в университете. Данная ситуация, безусловно, повлияла на ее настроение, ведь она в университете учится на 4-м курсе. Эльвира начала переживать и говорит, последний год, с какими отметками она его закончит. Скоро начнутся экзамены. Мы все надеемся, что с помощью Всевышнего Аллаха все наладится. Одна операция прошла. Верим в то, что с помощью второй операции внучка пойдет на поправку. Однокурсники Эльвиры говорят о ее недуге, они узнали от родных девушки. Несмотря на сильную боль, она никогда не жаловалась друзьям на самочувствие. Мы уже 4 года учимся с Эльвирой, и мы стали очень близкими. Мы уже как одна семья, и ее проблема касается не только ее. Мы все очень сильно переживаем за нее и хотим скорейшего выздоровления для нее. Мы надеемся, что все будет хорошо. Мы всегда ее поддерживаем, и мы ее ждем. Семья девушки благодарна каждому, кто оказывает какую-либо помощь Эльвире, финансовую или моральную. Средства на ее лечение можно перечислить по указанным на экране реквизитам. Фадиме Сейтмамут, Айша Шелакова, Умер Мустафаев, телеканал Миллет. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, вирусом иммунодефицита. Только по официальным данным заражены около 80 миллионов человек. Как медики борются с распространением ВИЧ-инфекции в Крыму, узнавала наш корреспондент София Шукурова. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в Российской Федерации продолжает оставаться напряженной. Согласно данным мониторинга Роспотребнадзора, в Российской Федерации зарегистрировано более 1 миллиона случаев ВИЧ-инфекции. На сегодняшний день эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ-инфекции в Крыму эксперты оценивают как ненапряженную. Мы достаточно, я не думаю, что мы в плохом регионе идем. На территории Республики Крым у нас зарегистрировано с периода наблюдения с 1987 года по октябрь месяц 2016 более 24 тысяч ВИЧ-инфицированных. Но я отмечаю, что это за весь период наблюдения. За текущий период 2016 года у нас зарегистрировано более 1000 ВИЧ-инфицированных. Огромная просветительная работа идет среди населения по охвату тестированием, чтобы люди приходили, обследовались и узнавали свой статус. Чтобы остановить рост заболеваемости, 20 октября 2016 года распоряжением правительства Российской Федерации была утверждена государственная стратегия противодействия распространения ВИЧ-инфекции. К сожалению, в Российской Федерации пока не удается стабилизировать ситуацию распространения ВИЧ-инфекции. В среднем количество вновь выявленных случаев каждый год повышается на 10-12%. Ситуация с распространением крайне неоднородна. Выполнение определенных подходов научно обоснованных, данная инфекция должна быть стабилизирована и ликвидирована к 2030 году.
Мы поинтересовались, знают ли жители Симферополя пути заражения ВИЧ-инфекцией. Половым путем, через использованные шприцы, через кровь. Половым. Узнать, страдает ли человек иммунодефицитом, можно в СПИД-центре бесплатно и анонимно. После обращения пациента за исследованием крови на ВИЧ он направляется к медицинскому психологу. С пациентом обязательно проводится дотестовое консультирование. Что оно в себя включает? Это разъяснение, выяснение причин, почему пациент обратился, были ли у него риски заражения ВИЧ-инфекцией. Также ему разъясняется, какой результат анализа возможен. Это положительный, негативный и сомнительный. И что делать в последующем при любом результате. Один из способов борьбы с распространением ВИЧ-инфекции – своевременное обследование. Подобный анализ крови на наличие вируса медики рекомендуют сдавать не менее 1 раза в год. Все заболевания необходимо заранее диагностировать, СПИД не исключение. Выявление на ранней стадии – реальный шанс спасти жизнь. София Шукурова, Энвер Аблязист, телеканал Миллет. Недавно в Музее культурно-исторического наследия проходила выставка молодых мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Сегодня по итогам этого мероприятия состоялся круглый стол. Что обсуждали, знает Мавилия Юб. Выставка молодых мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства была представлена месяц назад. Экспозиция состояла из 60 произведений молодых мастеров в жанре живопись, графика, образцы вышивки, скульптуры, изделия из керамики. Сегодня присутствовали почетные гости, такие как Зарема Трасинова, Мамут Чурлу, Ильмира Черкезова, Али Мусинов, Айдар Алиев и Ирфан Нафиев. Выставка знакомит зрителей с новыми именами и работами, созданными за последние годы, раскрывает творческий потенциал молодых крымских авторов. Я рада, что происходит это, несмотря там на всевозможные перипетии человеческие, жизненные. Но то, что все-таки огонь наш там внутри у этих молодых людей есть, это здорово. В представленных работах можно увидеть не только красоту крымского пейзажа с его живописными уголками, но и традиционную архитектуру. Старые домики, покрытые черепицей, мечети и минареты, отражающие авторское индивидуальное восприятие. Идея Мустафаева на выставке представила 5 работ. Работа, которая называется «Мечеть в Алупке», она написана по просьбе моей бабушки. Она дала мне старинную открытку работы фотохудожника, фотографа Сокорного и попросила сделать с нее большую картину. Я написала эту работу. Там изображена мечеть в Алупке, которой, к сожалению, сейчас нет. Работа «Портрет крымца» – это такая работа, которую я изобразила своего отца, назвала ее «Портрет крымца». Несмотря на то, что он изображен в европейской одежде, несмотря на это, мы все ходим сейчас так, но мы все знаем, кто мы все крымцы, мы все крымские татары. И мы должны развивать свою культуру и всегда помнить, кто мы есть. Искусствовед Ильмира Черкезова оценила выставку молодых художников. Она отметила, что каждый художник должен чувствовать свою работу и вложить в нее свою душу. Можно написать старый крымско-татарский домик, но не вложить туда тепло души, умение, то есть свой талант полностью реализовать. Здесь, конечно, в искусстве очень важно глубокие чувства, переживания, осмысление. Тогда найдет отклик в душе зрителя обязательно. На этой выставке, да, чувствуется, но не настолько, насколько хотелось бы. Есть у нас талант. Мне бы хотелось увидеть больших размеров работы, хорошо оформленных, хорошо представленных, в хорошо освещенном зале, чтобы можно было сказать, вот молодежь, наконец-то, в общем, так вышла на передний план и заявляет о себе смело, талантливо и уверенно. Вот я бы этого хотела. В ходе мероприятия студент факультета крымско-татарской и восточной филологии Крымского федерального университета Ибраим Мухтерем выступил с докладами с показом мультимедийной презентации на тему «Первооткрыватель крымско-татарского изобразительного искусства Тохтар Афузов». Мавилия Юб, Энвер Аблязист, телеканал Миллет. Богатейшая библиотека крымских ханов, которые были собраны на протяжении нескольких веков, книги, отображающие жизнь крымских татар, можно сказать, погибла при пожаре в XVIII веке. Однако до наших дней сохранились некоторые экземпляры, которые были отреставрированы и представлены на выставке сохранения культурных ценностей в Бахчисарайском музее-заповеднике. Ценные экспонаты удалось увидеть и нашему корреспонденту Асану Абибулаеву.
Сейчас мы находимся возле стенда спасенных книг. Здесь также представлен отреставрированный календарь 1882 года с дарственной надписью, адресованной жене Исмаила Гаспринского Зухре Акчуриной, написанной от руки арабской вязью на крымско-татарском языке. В экспозиции 5 отреставрированных изданий Исмаила Гаспринского из его личного собрания. Представленные книги, подаренные ему одним из самых ярких мыслителей конца XIX века. Как отмечают работники музея, в экспозиции и редкие книги с дарственными надписями. В уникальных записях данные о круге общения просветителя. Посетители имели возможность сравнить состояние книг до и после реставрации. У нас порядка 90 таких книг. Каждая книга, конечно, требует реставрации, потому что долгое время личной библиотеке просветителя не уделялось должного внимания. Только в этом году полностью был систематизирован фонд и книжный фонд мемориального музея. И только в этом году вот у нас начата каталогизация, продолжена, начата она в прошлом году. И, скорее всего, оставшиеся 90 книг как раз-таки будут нашими реставраторами уже в следующем году отреставрированы. Ханскую библиотеку считают погибшей при пожаре 1736 года, но все же некоторое количество книг сохранилось. Сохранившиеся экземпляры составили ядро книжного собрания Бахчисарайского музея. Также фонд музея пополнился книжным собранием древнего учебного заведения Занджирлы Медресе и книгами из дома-музея Исмаила Гаспринского. Библиотекарь научной библиотеки Бахчисарайского заповедника Фатма Горбунова отмечает, что профессия реставратора является уникальной и редкой, и сравнила это с хирургией и искусством. Нужно сохранить вот старый этот дух книги, передать, не повредить, и тем не менее показать всю ту информацию, которая сохранилась в этой книге. Конечно, с нашей точки зрения мы можем только оценить все, что есть на витрине, но когда оно лежит на столе реставратора, это совершенно другой результат, совершенно другое ощущение. И, конечно, мы должны ценить наших реставраторов. Говорю же, по Крыму я знаю, что реставраторов меньше 5 по бумаге. Уникальная, редкая профессия. И нужно призывать нашу, наверное, все-таки молодежь, чтобы они учили, чтобы они развивали это дело, потому что по Крыму много книг, которые нуждаются в реставрации. Ну, по крайней мере, мы делали подсчеты, чтобы отреставрировать нашу библиотеку Бахчисарайского только заповедника, нужно около 300 лет. На сегодняшний день уцелевшая часть книжной коллекции фондов Бахчисарайского музея заповедника – это бесценный фрагмент национального богатства. Каждая книга имеет свою неповторимую историю, отражающую многовековую интеллектуальную, культурную и религиозную жизнь в Крыму. Асан Абиблаев, Дмитрий Низовой, телеканал Милет. На этом наш выпуск завершается. Команда корреспондентов Хаберлер продолжает следить за событиями на полуострове и в мире. Оставайтесь с нашим телеканалом и будьте в курсе последних новостей. До завтра.